Ну а накануне в Москве произошел обратный случай, когда полицейские терроризировали мигрантов. И этот шокирующий случай, в который мы сначала не поверили, посчитав его фейком, уже официально подтвержден. В Москве задержан младший сержант полиции, который напал с автоматом в руках на 5 дворников-таджиков, пытаясь их ограбить. По данным московского «Комсомольца», в полицию позвонил мигрант из Таджикистана. Он сообщил, что в служебное помещение, где он и его коллеги отдыхают, ворвались 3 неизвестных молодых людей в гражданской одежде, которые представились сотрудниками ФМС и стали требовать документы. По словам пострадавшего, он почувствовал от них запах алкоголя и поэтому отказался показывать паспорт. В ответ мнимые миграционщики стали обыскивать мигрантов. Ничего не обнаружив, один из них подошел к дворнику и ударил его в нос. В этот момент кто-то из находившихся внутри вызвал полицию, чтобы ей же сообщить о полицейском беспределе. Группа немедленного реагирования задержала нападавших. Позже стало известно, что среди них находился 23-летний сотрудник полиции. По данным издания, в доме, где находилось служебное помещение дворников, живет его девушка. Судя по всему, она пожаловалась ему на то, что бригада таджиков каким-то образом мешает ей жить и всячески докучает. Очевидно, младший сержант решил, так сказать, заступиться за барышню и поэтому нагрянул к дворникам. А заодно решил и подзаработать, взять с них деньги. Несмотря на то, что полицейский был не при исполнении служебных обязанностей, его уже уволили из органов. А сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В городе Москве проводится «Мигрант-2015», операция «Мигрант-2015». Мы знаем, что более 1500 граждан Республики Таджикистан задержаны, и большинство из них уже выдворены, решение суда. И я думаю, что это прежде всего связано с последним событием смерти 5-месячного гражданина Таджикистана Умарджона Назарова. И то, что таджикское общество, особенно молодежь, начал возмущаться таким деянием сотрудник правоохранительных органов Российской Федерации, в том числе город Санкт-Петербурга, и в Америке даже провели напротив консульства России митинг с требованием наказать виновных в этом деле. Поэтому я думаю, что это может быть асимметрический ответ со стороны Российской Федерации. Но с другой стороны, они могут сказать, что она была заранее уже, операция «Мигрант-2015» заранее была уже планирована, и эти два случая совпали. Поэтому конкретно говорить, что именно с этим связано, невозможно говорить полностью с уверенностью на все 100%.